Всем привет! Сегодня с вами Майя и Güney. Мы будем готовить для вас очень простой и доступный рецепт мясного салата. И перед вами сегодняшние наши ингредиенты. Это всем знакомые картофель, морковь, маринованные огурчики, свежий горошек, яйца и говядина. Заправлять мы будем классическим майонезом, не домашним, но все равно у всех под рукой. Начнем мы с очистки картофеля, а Güney почистит морковь. Картофельной хватит одной большой, либо две маленькие. И мне надо будет ее сразу порезать, да, морковку? Да, секрет салата у нас в том, что мы будем нарезать его до варки. Это заметно упростит процесс, и салат будет ровными кусочками нарезан, потому что когда мы уже варим отваренный картофель, он бывает, рассыпается, да. Кусочки такие неровные, либо вообще в кашицу превращается. Поэтому, чтобы избежать этого, есть такой способ приготовления мясного салата. И еще я хочу рассказать о том, зачем мы используем морковь. Потому что не принято у нас использовать морковку в мясной салат. Это делается для чего? Во-первых, она чуть обогащает вкус. И чтобы он был более эффектным, чтобы разбавить цвета, и чтобы он выглядел аппетитнее, используем именно морковь. А еще я вижу у тебя горошек замороженный. Да, горошек у нас замороженный. Почему мы взяли именно такой? Потому что, опять же, он добавляет цвет. На вкусовые качества он влиять не будет. Будет так же вкусно, как и с обычным консервированным. И хочу сказать что на развес он выходит дешевле, чем консервированный в банке. Приступим к нарезанию картофеля. Режем его кубиками, как привыкли. Кто-то любит большие кубики, кто-то маленькие. Мы возьмем средний. Да, я также буду нарезать. Хорошо. Так, а потом мне предварительно нужно поставить воду. Мы уже поставили в сотейнике. Нужно, чтобы она именно кипела. Мне порезать лук, да? Да, можешь пока порезать лук. Лук я люблю много не ложить. На этот салат, думаю, половину луковицы достаточно будет. Да, он перебивает вкус, да? Сильно много лука. А лук мне тоже кубиками, да? Да, мелкими, мельче, чем у нас морковь и картошка. Такими получаются у нас кубики картофеля. Такие же, как и наша морковка. Вода у нас вскипела. Можем чуть-чуть увеличить температуру. И насыпаем прямо картофель в кипящую воду. И ждем, когда он не проварится. Буквально минут 10. Теперь мы берем яйца. Яйца вкрутую и режем также кубиками. Теперь мы нарезаем мясо. В нашем случае это говядина. Можно использовать курицу, некоторые используют слабосоленую семгу или форель. Семгой, наверное, очень вкусно получается. Да. Надо попробовать. Мясо нарезаем классическими кусочками, квадратиками. И берем именно мякоть, жир и жилы можно просто отрезать. У нас уже картошка готова. Вот так мы ее достаем. Форму она сохранила. Вот. Кто нарезал дома салат оливье, знаете, как не очень хорошо нарезается картошка. Разваривается, потом ее резать, бывает очень неаккуратные кубики получаются. Пока вода у нас горячая, мы туда же забрасываем морковь. И ждем, когда у нас остынет картошка. Нужно немножко помешать. Примерно тоже варится на 10 минут. 10 минут картошка, 10 минут морковка. После моркови мы добавляем туда горошек на пару минут, чтобы он проварился, но не сварился до конца. И добавляем его потом в салат. Так он сохраняет свою свежесть и ярко-зеленый цвет. Морковь наша сварилась. Тоже аккуратные кубики. Добавляем картошки. Сохраняет свой цвет яркий. И в эту же воду сейчас окунаем наш горошек. Но горошек мы уже, получается, на выключенную, да, воду? Да, можно даже выключить. И буквально 2 минуты. Да, 2 минуты он сейчас закипит и сразу снимаем.
Мешаем салат, и у нас уже подоспел наш горошек. Немножко его остудим. Также высыпаем тару. Как красиво. Вот так он сохраняет цвет, в отличие от консервированного горошка. Он еще и полезнее, потому что он свежезамороженный. Да. Вот сейчас наш салат сразу оживится. Так, сейчас остынет. Ждем. Ждем. Горошек остыл. Добавляем его также в салат. И добавим еще чуть-чуть майонеза. Кто-то вообще любит много добавлять, да? Кто-то любит заправлять сметаной. Тут не критично. И все перемешиваем. Ой. Это тот же оливье по вкусу, он так же, как мы привыкли. Традиционный новогодний салат. Но зато готовится гораздо проще. Ничего не надо резать. Обычно бывает такое: ой, сейчас буду резать картошки. В процессе готовки вы, получается, собираете весь салат, и остается только заправить. Наш салат готов. С вами были Майя. И Güney. Смотри и готовь.